Злоумышленник проник в квартиру по улице Лонгинова дерзким способом. Он просто снял дверь с косяка. Его искали целый месяц. За это время часть бытовой техники вор успел распродать. Сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж установлен и задержан 27-летний ранее судимый уроженец Уселданского района, который освободился из колонии в этом году. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По такой же статье проходит и вор на этих кадрах. Для проникновения в магазин ему пришлось вырыть подкоп. На месте происшествия были изъяты лопата и куртка. Судя по видео, злоумышленник заранее знал о расположении камеры, и это его выдало. Подозреваемым оказался 20-летний безработный местный житель, ранее несудимый. Он пояснил, что ранее подрабатывал в данном магазине и знал, где расположено подполье. Прорыв ночью подкоп, он проник в помещение и похитил наручные часы, 4 сотовых телефона и сигареты. За этот небольшой куш теперь ему может грозить до 5 лет тюрьмы. Каждое третье преступление в Якутии – это кража. Таких фактов за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 2291. Более половины из них полицейскими раскрыто. Самое большое количество таких преступлений произошло в Ленском, Нерюнгринском районах и в городе Якутске. 40% от всех краж совершено в столице республики. По словам полицейских, самое большое количество таких преступлений происходит именно в летний период, во время дачного сезона и отпусков. При этом за жертвами они могут даже следить, чтобы узнать возможное время отсутствия хозяев. Надо просто обращать на это внимание. Допустим, если стоит незнакомый человек на пролете, спрашивать, если что, доложить в дежурную часть. Воры у нас с каждым годом становятся умнее, практичнее. Полиция настоятельно рекомендует как можно сильнее обезопасить свое имущество с помощью сигнализации, решеток, а также простой внимательностью. Вилян Бояркин, Денис Попов, Вести, Якутск.